Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я опять с вами, Мурат Курбанов. Сегодня 3 сентября. Я передаю вам видеосюжет из Стамбула, с депортационного изолятора Стамбульского аэропорта. Вернемся к проблемам, которые были поставлены миграционной службой Турции. Значит, миграционная служба Турции пыталась меня депортировать во Францию. Депортация означала запрет на въезд в Турцию и, соответственно, отъезд. В системе Турции, значит, в их системе Турции это было обозначено. Я был готов отлететь сегодня, но в последний момент адвокат мне позвонил и сказал: подождите, нету самого постановления, по которому вас должны были ввести в систему, и нету основного запрета для посещения Турции вами. То есть постановления миграционной службы, решения миграционной службы нету. Поэтому мы его не смогли найти ни в Анкаре, мы его не смогли найти ни в Стамбуле и ни в аэропорту города Стамбула. То есть каким образом это занесли в систему, неизвестно, они сами не понимают. Они ссылаются на Анкару, но Анкара ссылается на аэропорт, аэропорт на Анкару. Ну, в общем, кошки-мышки играют. Вот. Тем самым мы обнаружили, что эта неразбериха была кому-то выгодна, или же по какому-то письму или по просьбе кого-то это произошло. Здесь прослеживается четкое сотрудничество туркменских властей с миграционной службой Турции. То есть раньше я предполагал, что Турция оказывает какие-то услуги правительству Туркменистана, но оказалось не услуги, они в глубоком сотрудничестве. Поэтому вот предупреждаю всех граждан Туркменистана, будьте осторожны касательно Турции. Турция не сможет обеспечить вам ваши права. Здесь очень сложно с этим. На каждом шагу вас обманывают, представители миграционной службы от вас убегают, не отвечают на вопросы, не дают полных разъяснений. Ну, в общем, говорят, сейчас, потом, у меня дела, сами на телефонах сидят. Ну, в общем, полное игнорирование всех депортируемых или задержанных людей. С другими даже не разговаривают. Вот. И есть задержанные с Ирака, Ирана, Таджикистана и так далее. Я смотрел, с другими даже не разговаривают, даже не общаются и иногда даже грубят. Но в моем случае у меня другая ситуация, поэтому адвокат созванивается с ними. Я делаю, значит, звонки с адвокатом, Нуры мне помогает, Дернек мне помогает, то есть Дернек, который был организован в Турции, он мне очень сильно помогает. Ребятам всем большое спасибо. Нуры, Фархаду, Эско, всем большой привет, большое спасибо. И всем, кто меня поддерживает. Очень много звонков, очень много люди пишут текстов в поддержку меня. Огромное спасибо. Мы идем по закону, ничего не нарушаем, поэтому мы никого не убивали, ничего не воровали, и с нами не могут поступить иначе, как только по закону. Поэтому сегодня, когда меня заталкивали в самолет, когда я сказал: стоп, без адвоката я двигаться не буду, они сразу остановились. Хотя до этого и угрожали, и все делали. Вот. Относительно этого дела. Если бы я улетел вот сегодня, то я бы не смог разобраться до конца, в чем дело. В данном случае мы начали разбираться, и мы понимаем, что здесь идут беззаконные действия, которые в суде наш адвокат сможет, я надеюсь, доказать. Относительно того, что это можно было без меня сделать, нет, нельзя было, потому что я был здесь, находился и обеспечил связь с первичной вот этой вот ячейкой Гочадара, то есть миграционной службы здесь, и мой адвокат разговаривал с ним, то есть наш адвокат. Наш адвокат в этом вопросе очень силен, он работает по многим направлениям с нами и профессионально двигается. То есть я очень удовлетворен. Поэтому я хочу предупредить всех граждан Туркменистана: будьте осторожны. Я вам и раньше говорил, если мы не решим паспорта ваши, если мы не решим вашу легализацию в Турции, вы под таким же соусом,
как я сейчас нахожусь. У меня спасает то, что я гражданин европейской страны, со мной ничего не могут сделать, ни в Туркменистан послать, ни никуда, кроме Франции. Максимум могут сделать – это закрыть мне въезд в Турцию там, на 5-10 лет. Вот. Больше ничего не могут сделать. В данном случае ваша ситуация не такая же, как у меня. Если вам выезд запретят, то вас отправят только в Туркменистан. Поэтому нам надо бороться за паспорта, за продление, то есть не за продление, за замену паспортов. Поэтому я усилю эту работу в Европе, везде, во всех организациях. Но нужны для этого протесты, нужны для этого действия активные, чтобы весь мир видел, и вот эти организации видели, что у людей реально есть проблема. Чтобы не получилось так, что я говорю, пишу письма, прихожу с ними, разговариваю, они говорят, кроме вас это никто не говорит и, видать, никому не нужно. Видать, это неправда. Чтобы такого не было, если вы хотите, вот можно это сделать. Относительно диктатора Бердымухамедова, ну, он с Турцией работает в таком режиме, вот если бы любой человек был бы президентом Туркменистана, с ним бы Турция так и работала. Поэтому как бы обвинять слишком сильно Турцию не надо, она работает со всеми вот этими азиатскими странами в этом же направлении. Просто здесь к этому добавляются взятки с туркменской стороны, к этому добавляются личные просьбы президента Туркменистана, Рашида Мередова, изменников Родины. И поэтому это так происходит. Поэтому мы должны Турцию победить. То есть мы должны в Турции доказать, что наши права нарушаются и наши права отвоевать. Именно в Турции. После этого в другой стране. И вот так мы придем к Туркменистану. В противном случае этот режим погряз настолько в грязи и настолько в беззаконии, что его сразу в Туркменистане победить невозможно. Вот. Если у вас есть вопросы касательно моего пребывания здесь или другие, я могу ответить. У меня есть немного времени, пока интернет есть. Вот. Пока вы задаете вопросы, я постараюсь еще рассказать про депортационные технические моменты турецкой стороны. Вот здесь, когда вас задерживают, да, привозят в депортационный вот этот вот камп, как говорится, он внутри аэропорта находится, да, и там вас, туда никто не может прийти. Никто не может прийти из адвокатов, никто не может прийти из посетителей или других служб. Здесь строго все. Здесь тебя выпускают, документы тебе не дают в руки, все документы оформляют, дают пилоту, тебя подводят к самолету, дают пилоту документы, представители вот этих вот служб, да, тебя сажают в самолет, и когда ты прилетаешь на эту точку, тебе дают документы тебе лично в руки или представителю, там, если ты, допустим, в Туркменистан прилетел с депортом, то представителю пограничной или какой-то службы. В данном случае у меня никаких проблем нету, мои документы мне отдадут, потому что по французским законам я ничего не нарушил, я вылетел как положено со своим пассом санитар, то есть пассажем санитарным, и залетаю, и отказ я был, я услышал отказ о моем возможности пребывания в Турции случайно. Турецкие власти здесь, ну, как всегда, обманывают. Они утверждают, что когда я вылетал 16 августа из Турции, они типа меня взяли, предупредили, что я участвовал в протестах или еще что-то, Такого, конечно, не было. Я улетал спокойно. У меня единственное спросили, я родился ли в Туркменистане? Я сказал, да. И все. Больше не спросили, это в обычном режиме. То есть никто меня не забирал никуда-то, не отводил, не задавал вопросы, бумаги не показывал и так далее. Поэтому я думаю, что это мы сможем доказать. В противном случае, естественно, я бы не приехал. Это понятно. Вот такие вот разные странные вещи творятся в аэропорту, интернациональном аэропорту Турции. Будьте готовы, особенно граждане Туркменистана, у кого с документами не в порядке. Меня смех пробивает, потому что, ну,
такая бессмыслица, такое бестолковщина, что смешно. Они даже объясняться не могут, то есть, ну, я не сказал, да, неграмотные, то есть, ну, они им наплевать глубоко пусто. Поэтому вот и Турция не может попасть в Европейский Союз из-за того, что она не подтягивается по уровню знаний, законов и соблюдения законов. Поэтому, как здесь начинают что-то мне грубить, я им сразу говорю, вызывайте адвоката, я даже разговаривать с вами не буду. Они успокаивают сразу, потому что все на эмоциях, на непонятных тонах, которые они привыкли делать. Ну, нас этим не возьмешь, мы спокойно их сажаем. Вот такая ситуация. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в моих задержаниях и содержаниях, кто переживал, кто мне писал. Не переживайте, ничего не случится. Здесь за моей спиной есть страна, которая меня вытащит из любой ситуации. Я закона не нарушал, я никого не убивал, я ничего не делал. В данном случае, если вы окажетесь на моем месте, вы тоже никого не убивали, вы тоже ничего не делали. Но на вас будут писать правительство Туркменистана, в частности, консульский отдел и посольство, всякие небылицы, из вас будут делать террориста, преступника, но за вами будет стоять международная организация, все оппозиционное движение, и вас вытащат с любого момента. В Туркменистане это сложно сделать, но снаружи это можно сделать, и никто вас не депортирует в Туркменистан. Туркменистан – диктаторская страна. Ее признал весь мир, ООН, все. Поэтому никто туда послать никого не собирается. Тем более лидеров оппозиции или активистов. Поэтому не волнуйтесь. Ваши паспортные проблемы – это не ваши проблемы, это проблемы Бердымухамедова. Единственное, надо их поднять и показывать всем, что он их не решает. Он подписал много конвенций международных, он обязан это сделать. Если вы начинаете показывать это, все претензии со всех мест, торпеды, стрелы, со всех правительств на него летят. И он это обязан сделать. Поэтому наша задача – навести прожектор и показать всему миру, до какой степени правительство Туркменистана бандитское и до какой степени президент Туркменистана бандит, героинщик, который захватил власть. Вопросов нету, на этом я свой эфир заканчиваю. Я всем желаю доброй ночи и думаю, что мы в скором времени встретимся в эфире. Спасибо. До свидания.